Уважаемые слушатели, на время концерта просим вас отключить звук всех мобильных устройств. На сцену приглашается кандидат искусствоведения, доцент, ответственный секретарь Союза композиторов Якутии Чиянда Скрыбыкина. Латену байбыт, керекен гырыкан хохону, көрүлүү көтчүер, сатары додаяр, төрөбүт дойдугар, латен убайбыт. Наш певец, ты пришел к нам весной, в милый край, край родной. Песни твои вновь поет твой голос звонкий, голос дорогой. Этими словами из кантаты «Встреча с Аюнским» хочется начать наш вечер. Сегодня прозвучат 3 музыкальных опуса, совершенно разных по жанру и созданных в разное время. Но все эти произведения пронизаны образами Родины, посвящены размышлениям о судьбах народа, о времени. Это вдохновенные страницы творчества нашего современника, совсем недавно ушедшего от нас, Захара Степанова, основоположника якутского музыкального искусства Марка Жиркова и талантливого русского композитора конца XIX века Василия Калинникова. Наш концерт проходит в режиме онлайн-трансляции в рамках виртуального зала филармонии. Мы приветствуем наших онлайн-слушателей. В первом отделении концерта прозвучит кантата Захара Степанова «Встреча с Аюнским». И состоится мировая премьера балетных сцен Якутия Марка Жиркова и Самуила Синдерея. В этом году исполняется 130 лет одному из основателей якутской государственности, основоположнику якутской литературы, кандидату лингвистических наук Платону Алексеевичу Аюнскому. Наш концерт проводится в рамках декады, посвященной этой знаменательной дате. Образу выдающегося общественного деятеля нашей республики посвятил свою кантату первый профессиональный композитор Саха Захар Константинович Степанов. Кантата – это вокально-инструментальное произведение для солистов, хора и оркестра, сформировавшееся в музыке XVII века. И следует отметить, что кантата является одним из излюбленных жанров якутских композиторов. На сегодняшний день насчитывается порядка 15 якутских кантат, и первой из них явилась кантата Германа Комракова «Здравствуй, светлое будущее», созданная в 1963 году.
В творчестве Захара Степанова кантатно-аретриальный жанр представлен 4 произведениями. Кантата «Встреча с Аюнским», оратории «Уруйдан олонхо дойтуда», «Славься, земля олонхо» и «Уруя улаттын», «Славься, моя Якутия», а также реквиемом «Посвящение» памяти горячо любимой супруги. Кантата «Оюнускайдын көрсүхү» «Встреча с Аюнским» написана Захаром Константиновичем в 1974 году на слова Платона Алексеевича Аюнского и либретто якутского фольклориста Петра Никифоровича Попова. Это первое обращение якутских композиторов к творчеству Аюнского в жанре кантаты. Премьера кантаты состоялась на якутском радио 23 ноября 1974 года. Произведение было исполнено хором и оркестром Якутского радиокомитета. Солировал заслуженный артист Якутской АССР Александр Поликарпович Алексеев. Композитор в рукописной партитуре кантаты выделяет 5 разделов, которые идут без перерыва. Первый раздел. «Наш певец, ты пришел к нам весной», посвященный образу Платона Аюнского. Второй раздел. «Праздник радостный, чудесный», о празднике летнего состояния Ылах. Третий раздел. «Счастье народное, закаленное в битвах, в труде», размышления о судьбах народа. Четвертый раздел. «Становитесь, люди, в круг». Это, пожалуй, самый известный раздел кантаты, написанный в жанре асохо. И пятый раздел – реприза «Наш певец» о Платоне Аюнском. Вот что говорит о Захаре Степанове член Союза композиторов России, известный музыковед Зоя Кириллина. Имя Захара Степанова, первого профессионального якутского композитора, уже вписано золотыми буквами в историю якутского музыкального искусства. Им сделано очень много для той страны и того края, который его взрастил, который питает его творческую фантазию. Музыка Захара Степанова, слова Платона Аюнского, либретто Петра Попова, кантата «Оюнускайдын көрсүхү» «Встреча с Аюнским». Исполняют Государственный симфонический оркестр «Симфоника Арктика» и симфонический хор филармонии Якутии имени Галины Михайловны Кривошапко. Дирижер, заслуженный деятель искусств республики Наталья Базалева. Хормейстер, заслуженный деятель искусств республики Людмила Шумилова. Солист Дмитрий Кырдал.
Почти 80 лет назад, в 1944 военном году, в сфере музыкального искусства и образования нашей республики наступил один из важнейших переломных моментов. В этом году была организована первая детская музыкальная школа, а при радиокомитете были созданы симфонический оркестр и хор. В этом же году музыкально-драматический театр разделился на две труппы – Якутский драматический театр и Государственный музыкальный театр студии. Руководил всеми этими реорганизациями основоположник якутского музыкального искусства, образования и музыкознания Марк Николаевич Жирков. И это, заметьте, происходило в военное время. Новые творческие и образовательные коллективы остро нуждались в национальном музыкальном материале. Поэтому в 1944 году правительство Якутской АСР направляет в Москву целую творческую делегацию, возглавляемую Марком Николаевичем, и включающую таких известных деятелей культуры, как Дмитрий Иконович Сивцев-Сору Маулан, поэт Илья Дорофеевич Винокуров-Чавылган, режиссер Василий Васильевич Местников и артист драмы Иоаким Дмитриевич Избеков. В результате их работы при участии 23 московских композиторов к 1947 году было сочинено более 200 опусов с использованием якутского фольклора. Среди них первые якутские национальные оперы «Нюргун-Ботур», «Сыгай-Крынастыр», первый якутский балет «Полевой цветок», сценический концерт эсэх, симфонические, камерные, инструментальные произведения, массовые танцы и около 170 песен. В выполнении заказа принимали участие такие композиторы, как Литинский, Лобачев, Петько, Гамбург, Салиман Владимиров, Мильман и другие. Как пишут музыковеды Нина Головнева и Зоя Кириллина в учебнике «Якутская музыкальная литература», произведения московских композиторов различны по художественным достоинствам. В большинстве своем они продолжают линию развития русской музыки о Востоке. Тем не менее, опыты обработки якутского фольклора не остались безрезультатными и для зарождения профессионального творчества в Якутии. Среди произведений, написанных в этом 1944 году, были и балетные сцены «Якутия», созданные Марком Жирковым в сотрудничестве с московским композитором Самуилом Сендереем. Самуил Залманович был выпускником Московской консерватории по классу композиции Рейнгольда Клиера, Генриха Литинского и Михаила Гнесина. Среди его сочинений поэма «Каторга», «Узбекская рапсодия», концерт для скрипки с оркестром «Стимпеню» и другие. Сегодня, сейчас на этой сцене состоится мировая премьера балетных сцен «Якутия» Марка Жиркова и Самуила Сендерея. Это поистине знаковое событие. Спустя почти 80 лет после создания произведение впервые прозвучит на якутской земле. С отдельными номерами якутяне уже знакомы, однако в полном виде сочинение исполняется сегодня впервые. Балетные сцены состоят из 9 частей. Вступление, пантомима «Кукушка», танец стерхов, воинственный танец, бабушка и лебеди, тема с вариациями. Правда, сегодня прозвучит только тема. Танец прощания, танец девушки и финал. Между частями просьба не аплодировать. Итак, Марк Жирков, Самуил Сендерей. Балетные сцены «Якутия». Исполняет симфонический оркестр «Симфоника Арктика» филармонии Якутии. Дирижер Наталья Базалева.
Антракт 15 минут. Şuradan da. Bu lira
Можем колбату. Филармония Якутии начинает новый формат общения с онлайн-слушателями. Сегодня у нас будет первое включение, когда мы общаемся в прямом эфире и рассказываем о своих впечатлениях, о том, о чем мы услышали сегодня. Да, у нас состоялись очень интересные исполнения. Первое произведение – это кантата Степанова. Она полностью сегодня впервые была исполнена без купюр. Ну и, конечно же, мировая премьера балетных сцен «Якутия», которые были созданы Марком Жирковым в сотрудничестве с московским композитором Самуилом Синдереем. И сегодня вот первое слово мне бы хотелось предоставить члену Союза композиторов России, заслуженному деятелю искусств нашей республики Кириллу Афанасьевичу Герасимову. И прошу вот рассказать о ваших впечатлениях, да, возможно, вот о тех произведениях, которые вы сегодня услышали. И сегодняшний концерт наш называется «Встреча с Аюнским». Да, возможно, вот об общении Марка Николаевича Жиркова с Аюнским, потому что эти два выдающихся деятеля, оказывается, были знакомы, общались достаточно тесно, у них даже было общее издание. Пожалуйста, Кирилл Афанасьевич. Ну, вот сегодняшний концерт, посвященный 130-летию Платона Аюнского, связало три имени, которые внесли свой вклад в развитие музыкального искусства республики. И не только музыкального, но и в том числе вот Аюнский, он является и создателем вообще якутского театра, и был основоположником Союза писателей Якутии. Также вот три имени, они как бы первые. Вот Аюнский первый председатель Союза композиторов-писателей, Союза писателей. И Марк Николаевич Жирков, он тоже первый. Член Союза композиторов России из якутян. Да, и первый уже дипломированный композитор якутян, среди якутян, это Захар Степанов. Ну, эти имена вот, связаны, прежде всего, Аюнский с Жирковым, они в 30-е годы общались, и даже вот недавно был раскрыт факт, что, например, в 30-е годы вот они начинали с издания якутских песен, революционных песен, массовых, да, и туда вошли не только якутские песни, но и русские песни. И в переводе на якутский язык, и там большинство были переведены Аюнским, ну также Марк Жирков там приложил тоже на перевод. И, к сожалению, этот сборник был, когда Платон Алексеевич был репрессирован, это издание было изъято из фондов и из продаж. И недавно, вот, благодаря работникам Национальной библиотеки, в частности Семеновой Тамары Николаевны, был найден чудом оставшиеся 3 экземпляра в Петербурге Национальной российской библиотеки. Такие факты вот недавно обнаружились. И, ну, конечно, сотрудничество Аюнского и Жиркова вылилось в это создание оперы, первой якутской оперы «Ниркун Батур». И наш вот первый профессиональный композитор уже Захар Степанов вот написал на стихи Аюнского вот свою кантату. Вот сегодня вот мы услышали, вот эта кантата уже тоже давно не исполнялась, и сегодня вот филармония нам показала великолепное исполнение. Также вот, конечно, премьера балетных сцен Жиркова.
Это историческое, конечно, событие. Спустя вот 80 лет почти прозвучал, прозвучали эти балетные сцены. Ну, как всегда, у нас филармония держит свой уровень. И такое, очень такое, ну, конечно, исполнение на высшем уровне радует. Ну, можно дополнить, наверное, да, что, естественно, вот имена вот наших выдающихся деятелей Аюнского и Жиркова, они связаны очень крепко. Еще в 1928 году Жирков написал музыку вот к драме «Туяра Мако». То есть сначала вот эта опера носила вот название как раз именно «Туяра Мако», да. Затем в 1938 году вот тоже вот музыкальная драма практически с тем же названием. И, наконец, только вот в 1947 году, значит, была уже написана партитура Марка Николаевича Жиркова и Аюнского. Но, оказывается, они также общались и в годы учебы их в Москве. В 1933 году Марк Николаевич Жирков был направлен правительством республики в Москву для обучения в Московской консерватории. В эти же годы мы знаем, что в 1935 году Платон Алексеевич защитил диссертацию, значит, стал кандидатом лингвистических наук. То есть вот они пересекались, получается, в Москве. Да? В 1934 году Московским государственным музыкальным издательством был выпущен вот этот сборник. Вот я буквально на днях с ним ознакомилась, правда, в компьютерном варианте. Значит, в бумажном, в таком в печатном виде. Да, этот сборник действительно есть только в Санкт-Петербурге. У нас он есть в электронном виде. В этот сборник входит 12 песен. На якутском языке он называется «Массовый революционный реллер», «Массовые революционные песни». На русский язык переведено «Сборник школьно-массовых песен». Вот. Значит, он был выпущен в 1934 году и включает 12 песен. Из них в основном это песни как раз вот революционные. «Смело, товарищи, в ногу», «Интернационал», «Замучен тяжелой неволей». Вот такой вот сборник. Но есть также и оригинальные песни на якутском языке. Это вот в частности на слова, значит, Платона Алексеевича Аюнского «Уруяулаттен». И последняя песня в этом сборнике была «Гасовекка», значит, «Власть советом», на музыку вот композитора Миронова. Вот интересно, да, слова Платона Алексеевича Аюнского. То есть это, конечно, очень отрадно вот в наши дни узнать, что вот два этих выдающихся деятеля, один пионер в области якутской литературы, другой, значит, зачинатель якутской музыки. У них разница буквально в 1 год рождения. Жирков на 1 год старше, чем вот в прошлом году мы отмечали 130-летие Марка Николаевича, в этом году вот 130 лет Платону Алексеевичу. Они, оказывается, общались, даже вот вместе у них было, значит, совместное такое издание. Вот. Ну и, конечно, вот сегодняшнее вот буквально вот действительно эпохальное событие для якутского музыкального искусства. Вот, значит, вот эти балетные сцены Якутии, которые были созданы практически 80 лет назад, они впервые прозвучали. Итак, мы заканчиваем наше прямое включение, да, и продолжаем нашу концертную программу. Присоединяйтесь к нам, будьте с нами. Спасибо. Спасибо. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Филармония Якутии принимает участие в республиканской декаде культурных мероприятий, которые посвящены 130-летию со дня рождения Платона Алексеевича Аюнского. Я рада приветствовать сегодня министра культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия Афанасия Ивановича Ноева и прошу вас, ваше впечатление о нашем концерте и расскажите про предстоящий декаду, пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые дорогие друзья. Во-первых, ноябрь месяц всегда у нас
связан с традиционно Платоном Алексеевичем Аюнским. И мы будем отмечать день рождения Аюнского, и в этом году 130-летие. И, конечно, наша филармония и наш оркестр сегодня прекрасный вечер подарили для жителей города Якутска. Это встреча с Аюнским. Это произведение, которое было написано насколько я знаю, на слова Платона Алексеевича Аюнского, Захаром Степановым, и оно исполнялось в 1974 году, да? И у нас оркестры телевидения, радио тогда в советское время это исполнило, и мы в современном уже новейшей истории сегодня слушали, как наша филармония вот именно подготовились, исполнили вот это прекрасное произведение. И хотелось бы, чтобы оно имело продолжение. Например, в свое время Галина Кривошапка, если была дирижером, то сегодня Наталья Базылева. У нас традиционно вот очень прекрасно, что продолжаются традиции якутского, вот, как сказать, музыкального искусства, вообще искусства, да. Тут очень интересно мне было смотреть вот на экране сопровождение картинами якутских художников, да. Это тоже как бы новое, я считаю, потому что, ну, как бы балет, там хор, но и тут еще и как бы экран, и на экране синтез такой разных искусств, поэтому очень интересно смотреть, уважаемые телезрители, уважаемые зрители, любители музыки. Так у нас как бы на этом не будет этот вечер заканчиваться, потому что у нас филармония и оркестр продолжает активно работать, и мы будем в ближайший вот этот месяц тоже будут интересные выступления. Насколько я знаю, будет еще у вас и премьера будет, да, поэтому мы с удовольствием будем ждать премьеру новую, да, ждем ваших объявлений, Туяра Игоревна, да, и, конечно, разные мероприятия будут связаны именно с Платоном Алексеевичем Аюнским, и мы будем наших уважаемых друзей, коллег и наших зрителей приглашать на мероприятие Платона Алексеевича Аюнского. Спасибо за прекрасный вечер. Всем добрых дней и здоровья. Спасибо, Афанасий Иванович. Уважаемые слушатели, мы призываем вас следить за афишами республиканских учреждений культуры и особенно держателей Пушкинской карты. Мы рады видеть вас на наших концертах.
Взаимно. Primera estando y... Estoy en la boca. Y lo en la boca. ¿Ya ven? Любимого учителя-композитора Семена Николаевича Крубликова. Именно ему Калиников посвятил свою первую симфонию, которую мы сейчас услышим. В первой симфонии Калиников использовал полный состав симфонического оркестра. Композитор хорошо знал выразительные и технические возможности всех инструментов, поэтому красками оркестровой палитры он пользовался как истинный художник. Без излишних нагромождений оркестровая фактура произведения звучит нежно и поэтично, а если нужно, по-богатырски мощно. Симфония состоит из 4 частей. Первая часть «Аллегро модерато» включает чарующие по красоте мелодии. Вторая часть «Аллегро нон троппо» – яркая, вторая часть «Анданте», где воплощается образ манящей, несбыточной мечты. Третья часть «Аллегро нон троппо» – яркая, жизнерадостная, широко развернутая скерца, рисующая картины народного веселья. И финал – развязка драматургического развития, где в радостном торжественном характере основной темы слышатся гимнические черты. Василий Калиников. Симфония номер 1, соль минор.
симфонический оркестр «Симфоника Арктика». Дирижер Наталья Базарева.
Всего вам самого доброго. До новых встреч на концертах филармонии Якутии.